Рахмат. Дастан Далабаевич, мен сизди эмнеге бул маселени киргизип жатканын толук түшүнөм. Анткени деген шайлоо учурунда менин да башыман ушундай эле окуялар өткөн, сизди да түшүнүп атам. Бирок бир нерсе да, ал кезде УКМК тарабынан ошол күчү менен колдонуп, анан шайлоодо каршылык кылганды сиз да мен да мүмкүн сизде мүмкүн башкачараак болгон ишил башыбыздан өткөн окуялар жөнүндө сөз болуп атат да. Бирок ошол эле учурда мындай жоопкерчиликке тартуу маселеси эмес, админ ресурсту колдонуу жагын көзөмөлгө алсак жакшы болмок дегеним да. Бул адамдар өзүнүн жеке ою менен барып туруп каршылык көргөзгөн жок деп мен ойлойм. Бул атайы ошол укук коргоо орган тараптарынан көзөмөлгө алынып, мындай кыласың, тигиндей кыласың деп ошого аргасыз мажбур болгон деп ойлойм да. Анткени муниципалдык кызматта негизи муниципалдык кызматта иштеген адамдар жөнүндө сөз болуп атат да. Ошол домкомдор, ошол жакта аралашкандар негизи. Туура айтасыз, андай дагы фактылар бар, бирок чынында башка нерсе дагы бар да. Мисалы, талапкерлер атайын ошол домкомлорду жалдап, албетте жалдаганга болбойт, бирок алар мындай мыйзамсыз ошондой теневую, да, их трудоустраивают, можно сказать. И эти домкомы ходят, устраивают препятствия в агитации. Здесь возле нашего дома не стойте, тут не стойте, идите там. Потом выясняется, что он работал на кандидата. Вот у меня даже другой случай был, когда один из оппонентов, скажем так, отправил на собрание женщину, которая пыталась там сорвать собрание, да, там специально визжала, кричала. У вас наверняка тоже было такое, что когда там кого-нибудь пьяного человека отправят, там он стоит, кричит, ну что ты ему сделаешь? Ничего же не сделаешь, драться с ним не будешь, зачем это нужно? А так милиция бы приняла бы какие-нибудь меры хотя бы, чтобы в следующий раз другим это было уроком. Мне кажется, все-таки сейчас век социальных сетей, вот это все, может быть, когда люди начнут выкладывать в социальные сети, во-первых, публичное, публичное, как сказать, порицание, да, может быть, там будет больше реакции, потому что пьяного человека, его и так милиция должна уводить, да, если он общественный порядок нарушает. По поводу социальных сетей, не всегда на всех это действует, к сожалению. Вот даже случаи бывают, когда сами кричат, ну и снимай, что хочешь, что и делай, что ты мне с этим сделаешь. Просто есть же и порядочные... Низкая ответственность людей, есть такие люди, у которых очень низкая ответственность. Я думаю, порядочный, он даже, несмотря на соцсети, он вообще даже ни на камеру, ничего не будет смотреть, он не будет этого делать. Дастан Далабаевич, да. Мы с вами уже опытные. Вы четвертый раз приходите депутатом, я в третий раз прихожу депутатом парламента. И в нашей практике бывали разные случаи. Конечно. Я просто боюсь, такие законопроекты вы примете с хорошей целью. Я все-таки против излишних штрафов и запугиваний, да. Но когда мы примем этот законопроект, есть ли гарантия, если вы пойдете в следующий раз, да, ну или вот здесь много наших коллег, да, что когда этим законопроектом, как раз-таки не с хорошим умыслом, просто начнут строчить жалобы и порочить добросовестных, порядочных граждан. Сейчас времена меняются. Мне кажется, все-таки там люди будут уже, мы все более и более открытыми становимся. Публичное порицание есть. Прошедшие выборы тоже многое показали. Несмотря или вопреки, тоже приходили кандидаты в парламент, да, несмотря на какие-то определенные там препоны. Вот, поэтому все-таки я думаю, что не надо нам нагромождать лишний раз запретными методами. Это приведет к тому, что этим будет манипулировать. Может быть, как раз-таки те, кто будет использовать админ-ресурс, они будут это использовать против добросовестных. Допустим, есть ваши сторонники в тех же домах, которые живут, у них же есть гражданское право, а их как раз-таки будут порочить и использовать тем же силовыми методами, тем же административным ресурсом. Есть высокая вероятность, что как раз-таки на них это будет личный рычаг давления. Вот это моя личная точка зрения. Вам спасибо. Я попросил бы, наоборот, вас поддержать, потому что это больше как раз касается таких кандидатов, которые вообще никак не используют ни административный ресурс, ни
какие-то другие ресурсы, да, почему? Потому что порядочному гражданину ты не напишешь такие вещи, он же не будет ходить на собрание, воспрепятствовать, там, давайте расходитесь, там. Здесь обязательно должна быть видео, фотофиксация, видео, самое главное, фиксация. Тут не может быть так, что кто-то голословно взял и пошел написал. Сейчас и так строчат всяко разное, и все это падает в реестр жалоб у Центральной избирательной комиссии. Слава Богу, там люди нормальные, они отбирают, там, что нужно рассматривать, что не нужно рассматривать. А так, если посмотрите, там вот за время выборов в 2025 году очень-очень большой список, о чем только не пишут там. Вот сюда баннер повесил, там, тут кого-то поругал, там, ну, без всяких приложений, документов просто пишут. Они и так этим будут заниматься. Я, наоборот, стараюсь сделать так, чтобы были более порядочные условия агитации.